Новое радио. Все только начинается. Новое радио. Всем привет, друзья! Доброго времени суток тем, кто только что подключается на нашу волну. Всем желаем хорошего настроения. Хотелось бы представить Егора Рахимова, руководитель пиар-маркетинга, который сейчас же нам представит наших гостей. Доброе утро всем! Хочу пожелать всем хорошего дня. У нас сегодня очень интересная тема, посвященная франкофонии. И, конечно, хотелось бы поприветствовать наших сегодняшних гостей. Амаль Ханум Гаджиева, представитель культурного центра Бактери, координатор. Я думаю, вы нам всех поприветствуете, представите нам. Во-первых, спасибо большое Новому радио за то, что вы уделили нам время. Во-вторых, конечно, мы сегодня в таком большом составе пришли на эту передачу. И очень рада, что господин посол Мишель Таран, уполномоченный чрезвычайный посол Франции в Таджикистане, Мамура Шадиева, менеджер по проекту «Дни франкофонии», Дина Миллер, которая так скромно сидит в стороне, это директор культурного центра Бактери. Я Амаль Ханум, координатор по внешним связям культурного центра Бактери. Да, очень хорошо, мы рады приветствовать вас еще раз. Добро пожаловать на новое радио волны 95,5 FM. И, конечно же, мы хотели поприветствовать вас, господин посол, и хотели бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями о нашей стране. Насколько мы все знаем, вы буквально в октябре вступили в обязанности посла Республики Франция, поэтому мы хотели бы услышать от вас ваши ощущения, ваши эмоции. Пожалуйста, господин посол. Спасибо, доброе утро, bonjour à tous. Я очень рад принять участие в вашей передаче. Спасибо за приглашение. Действительно, на следующей неделе исполнится 6 месяцев, как я прибыл в Таджикистан в качестве посла. Я вашу страну не знал до этого. Россию знал, другие страны бывшего Советского Союза хорошо знал, а в Центральной Азии я впервые. Так что для меня одновременно я расскажу все новое и все знакомое. Все новое, потому что я в вашей стране не бывал. И скажу, долго сейчас говорить не буду, но скажу, раз вы про эмоции говорите, по ощущениям, скажу просто, что мне очень хорошо у вас. Нам очень приятно это слышать. Я уверена, у вас будут еще новые какие-то открытия, новые эмоции. Так что давайте перейдем лучше к нашей теме. Это Дни франкофонии в Душанбе. Хотелось бы узнать программу с 5 апреля, насколько я знаю, будет проходить данное мероприятие. Раньше это была неделя франкофонии, теперь переименовали на Дни франкофонии. Дело в том, что еще в 1995 году министр культуры Франции придумал этот праздник, чтобы доступна была музыка всем музыканты, профессиональные любители, все на улицах, в кафе, ресторанах выступали бесплатно. Но я не об этом господин посол больше расскажет. Я хочу сказать, что мы, культурный центр Бактери, начали с 2003 года проводить эти недели франкофонии, так что народ уже знает, что такое франкофония, ждут, спрашивают. Я бы хотел подчеркнуть именно, что мы говорим о днях франкофонии, а не о днях Франции, потому что надо помнить, об этом часто забывать, что на французском языке говорят не только 60 миллионов жителей Франции. На французском языке сейчас говорят около 300 миллионов жителей по всему миру. Это и во Франции, естественно, в других европейских странах, как Бельгия, Швейцария, Люксембург. В Америке, в Канаде, четверть населения Канады франкоязычные. Это большая часть Африки, в Северной Африке и тоже в Западной Африке. Французский язык является официальным государственным языком или вторым языком. Во всяком случае, он является языком учебы и культуры во многих странах. Так что, еще раз повторяю, 300 миллионов есть франкоязычных сейчас, имея в виду демографический рост, особенно африканских некоторых стран, ожидается, что в ближайшие 20-30 лет будет 700 миллионов людей, говорящих на французском языке. И очень интересно, что помнить о том, что движение франкофонии, в начале этого движения не Франция находилась. Инициатива принадлежала 50 лет тому назад представителям других франкоязычных стран, в частности президенту Туниса Пургиба, президенту Сенегала Сенгора
и президенту Нигера. И, как я помню, было сказано, во Франция вошла в франкофонию позже. И действительно, мы теперь придаем этому всему большое значение. Во Франции тоже отмечается День франкофонии. В принципе, эти дни или неделя отмечаются в марте месяце. Мы чуть, где как удобно, мы здесь решили отложить немножко, но идея становится одной и той же, что мы отмечаем язык французский, как он употребляется, с нами работает тоже посольство Канады, Бельгии и Швейцарии, которые не в Душанбе находятся, в Нусултане находятся, но в Душанбе есть представительство швейцарское, которое активное участие принимает во всех этих мероприятиях. Да, это очень интересно, конечно. И я хотела бы уточнить вот такой момент. Это получается межкультурный обмен, правильно, да? В чем заключается программа? Ну, начнем с того, что целью франкофонии является продвижение французской культуры, французского искусства, французского языка. То есть с помощью музыки, в первую очередь, да, с помощью таких недель. Потому что именно вот на такие недели собираются очень много любителей и обожателей французского языка. Вы сами знаете, один из красивейших языков мира. Его даже называют, господин посол, языком любви. Языком любви, конечно. И дипломатии. Как же без этого? Вот. И вот это главная цель, чтобы побольше охватить людей. И потом у нас же очень много студентов в университетах изучают французский язык. Для них это очень интересно. Они принимают активное участие. Координатор самого проекта «Дни франкофонии» Мамури Шадиевой. Мамура, кто будет участниками данной программы и само место проведения, если можно поподробнее. Касательно места проведения, обычно все это время проводилось всегда в Душанбе, Дни франкофонии. Теперь уже в этом году впервые за историю Дни франкофонии мы решили провести мероприятие в Худжанде. Желающие могут посетить все мероприятия. Мы организуем это культурный центр Бактрия при поддержке французского посольства в Таджикистане и швейцарского офиса Содружества в Таджикистане мы организуем. Участники могут быть все студенты, все любители языков французского и франкофонской культуры. Мне вот просто интересно, сама программа, она больше будет акцентирована на какие-то музыкальные аспекты, либо там будут какие-то просмотры фильмов, что такое? Да, вот мероприятия сказали, какие мероприятия? Да, там? вот хотела сказать то, что это не только музыкальные, как вы вначале сказали. В нашем программе мероприятий включает музыкальные моменты, театральные выступления, лекции, деятели искусства, которые вот именно из Франции, из других франкоговорящих стран, конкурсы для детей, конкурс рисунков будет. Также будет конкурс слов Дюма-Дюмо, который ежегодно проводится. То там могут участвовать студенты. В общем, то, что связано с культурой, да? Все, с культурой, с менталитетом Франции. Да, у нас в этом году будет онлайн-лекция деятелей историка искусств из Франции. Это для студентов Института искусств. Буду говорить касательно на вот эту самую актуальную тему. Это как искусство отреагировало на мировые вызовы, такие как, например, в прошлом году пандемия ковида. Да? Также у нас будет выступать онлайн-лекция писательницы из Франции Наирина Хапетян. Также еще у нас будет онлайн-лекция с графическим дизайнером из Франции, также как работать с определенной программой по графическому дизайну. А как попасть на данное мероприятие? Я думаю, нашим слушателям было бы интересно узнать, как стать участником. Это может быть какая-то запись, либо это просто... Желающих много, а как попасть? Да, попасть могут все, потому что все мероприятия, в принципе, открыты. Например, на кинофестивале, показы фильмов, которые будут проводиться каждый день в Сирене в 6 часов вечера, могут попасть любой желающий. Например, те лекции, которые организованы для студентов, они, это более узкий круг, поэтому, если желающие хотят, они могут обратиться в культурный центр Бактрия, и мы их можем включить в списки. Да, вот, кстати, по поводу, там сказали лекции, а там вот какие лекции могут быть? Насчет какие-то разной тематики, да, может быть, могут быть касаться? Вот лекция на тему реакция искусства на мировые вызовы, экологические, эпидемиологические. Я вижу, что у вас есть с собой программка, да, самих дней. То есть это будет 5 дней франкофонии? Это будет 7 дней. Ровно неделя. Ровно неделя, да, с 5 по 11. А если можно, немножечко вот программу, то есть я так предполагала, что это будет проходить в культурном центре Бактрия, да?
Да. Вот вы мне говорите то, что просмотры будут в гостинице «Сирена». Да. Если можно, немножечко Поподробнее. по программе, да. У нас не только в культурном центре Бактри будет проводиться, мероприятия будут проводиться в разных местах. Это культурный центр Бактри, в первую очередь, в гостинице «Сирена». Также еще будет в театре имени Маяковского, который находится в здании Лахути. В Институте искусств будет мероприятие. В общем, локации разные. Вообще, наши посетители, кто хочет попасть на мероприятие в франкофонии, могут узнать поподробнее. Это в соцсетях французского посольства, культурного центра То Бактри. есть на сайте, да? На сайте. А какой посольства. сайт вы могли бы сказать нашим слушателям? Ну, через какой сайт могли бы зайти? Через Там... Facebook, странички, Да? Инстаграм, Странички да. есть. Социальные сети, которые очень популярны среди нашей молодежи. Да, и среди всех. Вот. А еще касательно программы, у нас вот фильмы, помимо фильмов будут вот лекции, будет театральное представление театра Маяковского под руководством Хуршеда Мустафоева, который состоится 11 апреля в театре Лахути на 3-м этаже. Туда также вход свободный, могут посетить все желающие. Будет очень Я интересно. думаю, да, будет на самом деле очень интересно, Да. познавательно, и такие дни обязательно нужны. Это как-то поднимает культурный дух, я думаю, людей и более знакомит с культурой других стран, в данном случае Франция. Не только Интересно. Франции. Не только Франция, Да. да. Франкоговорящие Всех страны. франкоговорящих стран. Еще раз хочу повторить, что вход на все наши культурные мероприятия всегда свободный. Всегда Так что свободный вход. приходите, будем рады. Вот насчет этих вот мероприятий, вот с каждым годом все больше и больше желающих, да, появляется, думаю. Вот посетить такие вот как бы мероприятия, больше желания появляется к французскому, мотивация, так сказать, Действительно, с каждым годом у нас увеличивается число, увеличивается, да, число, число желающих. интересующихся французским языком, франкофонской культурой. Господин посол, хотела бы обратиться к вам с таким вопросом: межкультурный обмен. Были ли у вас уже какие-то поездки по Таджикистану? Какие-то открытия для вас? Вот нам интересно послушать об этом. По Таджикистану я пока мало еще разъезжал, но все-таки был в Худжанде, во втором нашем городе. Из Худжанды мы доехали до Таджикского моря. До Каракума, да, получается? И еще в Сафадаре у вас на лыжном Горнолыжный курорт, да. несколько раз. И еще я один раз в Фархур. Да. Ну, все впереди. Ну, я думаю, наша природа вас приятно удивит, особенно вот в данное время, весна, все цветет. Вот, нужно выезжать побольше, наслаждаться природой. Ну, природой можно наслаждаться даже в городе, у вас сейчас цветет. Да, все цветет, тюльпаны, настоящая французская романтика получается такая. Насколько мне подсказывают, вы в Худжанде встречались со студентами, да? Я в Худжанде был в университете государственном Худжанда. Я там тоже был с тем, чтобы встретиться с инициаторами очень хорошей инициативы, клуб, который называется Merci Худжан. И я хотел с ним познакомиться и смотреть, что можно делать, чтобы им помогать. И в результате наших встреч мы сошлись на то, что надо стараться превратить эту инициативу в Альянс Française. Альянс Française – это сеть культурных организаций, которые существуют по всему миру, которые с конца 19 столетия. Всегда по тому принципу, что в каждой стране, в каждом городе, где представительство, они являются организациями местными по местному законодательству. И именно в Худжанде есть такая инициатива. Местные люди, жители Худжанды, захотели начать такое дело, и мы будем в течение этого года работать с Альянс Française в Париже, чтобы им дали лабель Альянс Française. Это будет первый в Таджикистане Альянс Française, 6-й или 7-й по Центральной Азии. Да, вот, кстати, по Центральной Азии я недавно даже читала то, что дни франкофонии проходят практически во всех странах, да? В странах СНГ. Так что это очень интересно. Я думаю, всем стоит посетить данное мероприятие. Эмоции гарантированы.
По-моему, у Михридина назрели вопросы. У него глаза такие. Да, конечно, как это не появляются вопросы, если вот так вот интересно рассказываете, особенно про культуру Франции, романтический город, город любви, да? Обязательно появляются вопросы. Вот говорите, то, что всякие мероприятия проходят для того, чтобы все вот больше и больше желания появилось к французскому языку, французской культуре. А вот фильмы какие у вас показывают и какие страны там? У нас представлены фильмы Канады, Швейцарии, Бельгии, Франции. То есть фильмы с многих франкофонских стран. Не только с Франции, но и других стран, например, да. Также у нас в этом году, как я ранее говорила, будем организовывать мероприятия в Худжанде. Тоже намечается показы фильмов, которые будут проводиться в Худжандском государственном университете. Вот. И каждый желающий посетитель могут посетить там тоже будут показаны все наши фильмы. В каких числах будут проходить данные дни? Также с 5 по 11 апреля. Хотела бы отметить то, что в Худжанде будет проводиться показ фильмов в центре Бисмарт. Я чуть-чуть ошиблась. А в Худжандском государственном университете будет виртуальная выставка France Emotion, где будут выставлены картины дополненной реальности, когда посетитель, скачав определенное приложение France Emotion, могут настраивать свой телефон на картину, и картина оживает. Картина живая. Да, это очень интересно. Мне кажется, будет интересно для посетителей, для молодежи, для любого человека. Что-то новое. А еще хочу добавить, что даже те, кто не знает французский язык, пожалуйста, приходите. Да, в Худжанде. Оригинальный язык французский, субтитры будут на русском. Русском, да. Субтитры. Это очень хорошо помогает людям изучать французский, не только французский язык, в целом это упрощает изучение языков. Передаю слово Дине Миллер, директору культурного центра Бактрия. Доброе утро, дорогие слушатели, таджикистанцы, душанбинцы, худжанцы. Спасибо за предоставленное слово. Мы находимся сегодня в такой уютной студии на новом радио. И сегодня мы рассказываем о мероприятиях, которые состоятся с 5 по 11 апреля в городе Душанбе, в городе Худжанд. Это дни франкофонии, которые состоят из целого марафона различных культурных, образовательных, конкурсных и творческих мероприятий. Вот. И я бы хотела рассказать об одном из очень крупных мероприятий, которое состоится в рамках на Дней франкофонии. Это выставка таджикского фотографа Фархада Азизова. Она пройдет с 5 по 11 апреля в стенах отеля Душанбе Сирена. Вход на выставку будет свободный. Если кратко рассказать о самом фотографе, то Фархад Азизов является лауреатом многих международных премий. Его картины есть в частных коллекциях, в том числе в Европе, в России, в любых других странах, и он еще никогда ни разу не выставлял свои работы в Таджикистане. В Таджикистане. То есть в других странах были, да? Его да, в том-то и дело. То есть это наш отечественный таджикский фотограф, и вышло так, что он ни разу еще не выставлялся в Таджикистане, поэтому очень-очень настоятельно рекомендуем не пропустить это уникальное мероприятие, познакомиться с его работами, где на выставке, кстати, можно будет приобрести понравившуюся картину. Эта выставка, она создана в 2020 году по инициативе швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане, но в связи с пандемией дебют выставки не состоялся, и в этом году он проходит в рамках франкофонии. Работы, которые будут выставляться, это картины, это фотографии Франции. Сам фотограф жил во Франции 2 года, если не ошибаюсь. 3 года. И 3 года даже. Да, спасибо, что вот дополнили. Вот. И, как отметил господин посол, картины авторские, картины уникальные. Это Франция глазами таджикского художника. А вот хочу такой вопрос задать. Стиль фотографии, ведь у фотографов есть определенный свой стиль. А вы приходите, вы приходите на выставку и там все увидите. Отлично, обязательно. Вот. То есть какого числа это получается? С 5 по 11 апреля. Эта выставка, она также поддержана культурным центром Бактрия и Министерством иностранных дел Франции, непосредственно напрямую посольством Франции в Республике Таджикистан. Поэтому очень-очень рекомендуем прийти, познакомиться, посмотреть, узнать о том, как наши соотечественники видят Францию. Францию своими глазами. Да.
Вы очень интересно нам так рассказали, так донесли, заинтриговали. Я думаю, всем было бы очень интересно своими глазами увидеть это. Поэтому мы всех ждем с понедельника по воскресенье в стенах Сирена в 5 течение... апреля, да? С 5 5 апреля апреля какое время? В Там- любое время. В любое время Да, с Там 5 было апреля выставка уже будет доступна уже в будет стенах доступно. Сирены. Притом в понедельник, 5 числа, у нас также состоятся еще 2 очень интересных мероприятия уже в стенах культурного центра Бактрии. Это День открытых дверей Кампус Франц, где все желающие смогут познакомиться с деятельностью бюро и узнать о возможностях получения высшего образования во Франции, потому что... Вау. Вплоть до квоты, как бы этих вот есть, да? Ну, учеба до Франции. Да. Да, очень хорошо, очень интересно. Вот особенно, как вы нам как бы раскрыли всю тему, мне очень интересно стало, заинтриговали вы все-таки меня, да, мне интересно стало. Обязательно пойду с 5 по 11, да, сказали. Что, кстати, вот очень интересно и очень хорошо, думаю, большинство, по-моему, желающих будет много, так как вход свободный и бесплатный, да? Да, на все мероприятия у нас абсолютно свободный доступ, что касается театральных представлений, то есть театральный перформанс, который состоится 11 апреля в 17:00 в стенах театра Маяковского, непосредственно в здании Лахути на 3-м этаже. Вход свободный. Также у нас состоятся театральные перформансы студентов и преподавателей в педагогическом университете и в национальном университетах. Те, кто... Понятное дело, невозможно по радио запомнить всю программу, точное время, потому что программа Поэтому нужно очень взять ручку и, большая, да. обширная. Просто нужно перейти на страничку Бактрии. А, кстати, вот насчет, да, странички, можете посетить сказать? мероприятие, где прям на 3 языках вам доступно все расписание дней франкофонии с точным местом, с точным временем начала каждого мероприятия. Так что, думаю, с этим проблем не будет. На 3 языках сразу все вот сказано. Кстати, вы могли бы сказать нам страницу, как бы там, если у вас Инстаграм, ну да, вашу страницу там. Facebook.com/bactriacc. Или же просто в поисковике в самом Фейсбуке можно ввести культурный центр Бактрии. Мы там единственные. Точно не ошибетесь. Все-таки не все понимают, что такое перформанс. Перформанс. На русском языке, пожалуйста. Перформанс. Будьте добры, говорите на русском. Театральное представление. Вот. Давайте еще раз пройдемся по данному мероприятию, да, дадим слово Мамуре Шадиевой, координатору самого проекта Дни франкофонии в Таджикистане. Еще раз, с какого по какое число, программа, более как бы завершающая, более точно для наших слушателей. Открытие мероприятия у нас начинается с презентации Кампус Франц, которая будет проводиться в стенах Бактрии. Хочу еще подкорректировать чуть-чуть Дину, где будет рассказываться о деятельности бюро и не только, и о возможности получения образования не только во Франции, но и в других франкоговорящих странах. Это Канада, Швейцария, Бельгия. Так что приходите, те, кто хотят обучиться. Отличная возможность. Отличная возможность узнать больше, потому что Кампус Франц — это тоже единственное бюро в Таджикистане. Кстати, вот сказали, вот всякие вот образовательные эти будут конкурсы, будут это где? Вот локацию еще раз бы могли бы сказать? Касательно конкурсов. Будет конкурс Дима-Димо. Это, скажем мне, 10 слов. Это для студентов, не достигших 25 лет. Они отправляют нам свои эссе, какие-нибудь сочинения, включая 10 слов, которые мы даем им. И наше жюри выбирает победителей, и мы вручаем призы. Призы очень хорошие, телефоны, часы. Так что те студенты, которые знают французский, могут участвовать свободно. То есть с применением этих 10 слов студенты сами могут выбрать. Они могут снять видеоклип, допустим, маленький фильм, или написать стихотворение, сделать пьесу. Но главное, чтобы употребили вот эти 10 слов, которые им будут даны. Поэтому и называется Димо. Скажи мне 10 слов. Скажи мне 10 слов. Из этих 10 слов, то есть... мы должны составить там, допустим, стихотворение или что-нибудь такое. Употребить эти вот слова, которые будут даны. Также я бы хотела еще добавить то, что в начале, в день открытых дверей в Бактрии, посетители наши могут посмотреть фильмы виртуальной реальности про достопримечательности Франции, используя VR-очки, VR-шлемы, так что можете прийти, виртуальные очки, погрузиться в эту атмосферу поближе.
и понять, о чем это все. Также в первый день у нас потом будут презентации, вот VR-экскурсия, можно так сказать. Уже со второго дня начинается у нас представление в университетах национальном, потом мастерская литературной письменности. Да, вот, кстати, я вас перебил, думаю. Насчет этого всего я вот понял, да, просветили, очень хорошо заинтриговали меня. У меня даже интерес очень такой вот появился, желание появилось пойти посмотреть быстро. А вот по поводу там образования там в Канаде, во Франции, могли бы немножко поподробнее об этом рассказать? Думаю, и мне, и как бы нашим слушателям очень интересно стало. Да, приходите на день, да. Вам лучше прийти, потому что координатор Campus France вам объяснит более подробно, и он знает больше, чем я, и более точно может вам все объяснить и сказать. Также вы можете изучать французский язык в Бактрии, если вы хотите уехать, учиться куда-то. Да, этот момент тоже есть, и про это вам тоже могут сразу рассказать. А где пройдет? Это в культурном центре Бактрия в 13:00 5 апреля. 5 апреля? Да, так что приходите все. Господин посол, такой вот вопрос к вам. Немножечко о будущих каких-то культурных мероприятиях, планах посольства Франции в Таджикистане. Во-первых, я бы хотел отметить, что в этом году это 30-летие независимости будет в конце года, и через несколько месяцев после этого, в 2022 году, мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Франция одна из первых стран, которая признала Таджикистан как независимое государство и установила с ним дипломатические отношения. А в этом году, раз мы за этим столом со своими друзьями Бактрия, я тоже хочу отметить, что это будет 20-летие центра Бактрия. Так что в конце этого года обязательно нам придется отметить эту важную дату. В этом году тоже другое большое событие. В октябре месяце в Париже откроется большая выставка, посвященная Таджикистану. Это археологическая выставка, о которой, говорят, уже 2 года откладывалась по понятным техническим причинам, но этот раз мы очень надеемся, что откладывать больше не будем, и что действительно в течение 3 месяцев с октября по январь в самом центре Парижа в одном государственном музее одной европейской столицы впервые будет большая выставка, целиком посвященная Таджикистану. Это почему важно? Во-первых, сама выставка очень интересная. Там будут представлены экспонаты Государственного музея и, главное, археологического вашего музея. Но, кроме того, это тоже оказия, возможность уникальная, чтобы говорили про вашу страну, про Таджикистан вообще. Потому что я с тех пор, как приехал месяцев 6 назад, много раз повторял всем своим собеседникам, и в том числе и политическим лидерам, министрам и другим, с которыми я встречаюсь, что проблема номер 1 в Таджикистане в том, что его не знают. И надо всячески стараться, чтобы побольше знали о вашей стране, о его истории, о его наследии, о его потенциале. У нас беседа на культурные темы, мы экономические темы не затронули, но одним словом я скажу, что культурные связи у нас хорошие, политические связи на хорошем уровне, а экономические связи между нашими странами нас не удовлетворяют. И я тоже рассчитываю, что эта выставка большая даст возможность французской публике, французским журналистам, французским экономическим актерам узнать о том, что есть такая страна интересная в Центральной Азии, с которой стоит работать, с которой есть большой потенциал сотрудничества. Вот хотела бы добавить, вот как раз-таки такие мероприятия межкультурные, они объединяют страны, укрепляют взаимоотношения, и я думаю, всем на пользу, как бы и интерес, и польза. Да, очень надеюсь, что все это осуществится, уйдет эта проклятая пандемия, и мы будем спокойно жить. Но если вы закончили свои вопросы, Мехридин. Да, у меня вопросы закончились. Да, очень хорошие слова нам сказал господин Мишель. Да, посол Франции, очень красивые слова насчет Таджикистана, насчет истории. Вот я думаю, в дальнейшем как бы будут вот узнаваемы вот такие вот, страны, как вот СНГ. Да, спасибо, конечно же, друзья, за внимание, дорогие радиослушатели. Мы, думаю, на этом уже заканчиваем. Я хочу поблагодарить еще раз Новое радио, Мехридина и Нигору за время, уделенное нам. Спасибо вам и дальнейших успехов. Вам большое спасибо. Хотели бы напомнить то, что у нас сегодня в эфире был посол Французской Республики господин Мишель Таран.
также директор Бактри Дина Миллер, директор самого проекта «Франкофония» Мамура Шодиева, а также координатор по внешним связям Амаль Ханум Гаджиева. Большое вам спасибо за участие. Я думаю, мы отлично оповестили наших слушателей о предстоящем мероприятии. Вам успехов больших желаем и удачного проведения Дней франкофонии в Таджикистане. Всего хорошего вам. Всем пока. Берегите себя, своих близких. Новое радио.